Когда начался обыск сегодня утром? Мне позвонили ночью мои коллеги, к которым пришли с обысками. Пришли одновременно к примерно 10 сотрудникам КТ России. Это все случилось в районе 6 утра по московскому времени. Там 5, 6, 7. С небольшими интервалами. И в том числе пришли ко мне в ту квартиру, где я живу. Я ее снимаю в Москве. И ребята, которые живут со мной в одном подъезде, они мне также рассказали, что у них сейчас проходят обыски, что к ним пришли следователи. И к соседям? К соседям. Да, к соседям. И обыскали соседей, обыскали ребят, которые живут в моем подъезде этажом выше. Обыски, причем длились достаточно долго, несколько часов. Перевернули ребятам практически всю квартиру, забрали все документы. Ну, не забрали, но перешерстили. Нашли доклад Немцова, тот самый. Жутко обрадовались, что нашли хоть что-то такое антипутинское. Вот. И, собственно, удалились с отсутствующим результатом. У меня обыски, соответственно, не прошли. Мне позвонил следователь в где-то 7, наверное, утра с вопросом, почему я не открываю дверь. И попросил приехать как можно скорее. Сказал, что меня, к сожалению, нет в Москве, поэтому дверь открыть не могу, у меня там только код. И вот, собственно, жду теперь следующих звонков. Звонили несколько раз, и мы пока что договорились, что увидимся в следующий раз или созвонимся в четверг. А следователь откуда? Это Следственный комитет по, я не знаю, как правильно это называется, по борьбе с экономическими преступлениями. Там, видимо, есть какой-то департамент. Это все большое дело ЮКСа, это все связано с 2003 годом, это события 2003 года. Большая часть сотрудников нынешней КТ России тогда ходили примерно в 5 класс, потому что у нас достаточно юный коллектив. Некоторые такие, как я, уже закончили школу, но только-только случилось. И, собственно, компания ЮКС никакого отношения даже теоретического и иметь не могли. Я не очень понимаю, что именно ищут. Тем не менее, все это, я подозреваю, что связано с прошлыми обысками, которые у нас были в апреле. Потому что тогда они у нас изъяли все документы, которые у нас хранились в офисе, и в том числе там, все контракты, и все какие-то финансовые бумаги. И, насколько я подозреваю, это все связано, собственно, с тем, что они эти документы наконец-то обработали. Ну и пришел момент, возможно, они там хранили до какого-то там часа X. Вообще мы все ожидали, конечно, что придут в какой-то момент. И у нас такая работа, которая связана с понятными рисками, и мы, в общем, всегда живем в ощущении того, что вот придут завтра, придут послезавтра. Мы ожидали этого прихода после пресс-конференции Михаила Ходорковского, которая была 2 недели назад, и где он призвал к мирной революции. После чего активизировались товарищи из Следственного комитета. И, собственно, мы подозревали, что вот появится. До этого они начали заново расследовать дело об убийстве мэра Петухова. Мы понимали, что в какой-то момент, наверное, они дойдут до того, чтобы снова прийти к нам с обыском и что-то искать. Ну вот, собственно, пришли. А вам можно предъявить какие-то финансовые претензии? Я думаю, что мы живем в таком государстве, где любому человеку можно предъявить какие-нибудь финансовые претензии. Я не знаю, наверное, нет. А может, да. Понятия не имею. А вам лично? Лично мне? Нет. А какие последние проекты делала «Открытая Россия», значимые, которые были абсолютно заметны в публичном поле? Из больших проектов именно «Открытой России», которые могли обидеть каким-то образом нашу власть. Это история, которую мы подхватили после New Times с делом Бастрыкина, на самом деле старое дело, о связях главы Следственного комитета с тамбовской группировкой питерской, когда мы выложили в открытый доступ все документы испанской прокуратуры. Это, собственно, пресс-конференция Михаила Ходорковского. Это, в принципе, наверное, какая-то наша активизация, потому что мы начали чуть ярче, что ли, присутствовать в медийном поле. И это, видимо, начинает раздражать. И что вы теперь будете делать? Есть какой-то план? Сейчас пока еще обыск проходит, поэтому мы не очень понимаем, что происходит. Сейчас нужно будет дождаться, когда адвокаты изучат претензии следователей. У нас план простой, мы в любом случае будем продолжать работать и продолжать делать то, что мы делаем, то есть заниматься политической деятельностью, заниматься медийной деятельностью, освещать какие-то важные события.
Но прошлый обыск в свое время практически остановил, конечно, работу офиса на неделю, наверное. Я надеюсь, что сейчас этого не случится, нам как-то удастся сохранить режим работы, ну, чтобы хотя бы там не выпасть из повестки новостной. А вообще, ну, как, бороться, продолжить. Что еще делать? Вы собираетесь возвращаться в Россию? Ну, я оказался за пределами родины случайно, потому что я просто улетел по своим делам отпраздновать Рождество в Прагу. И, собственно, через пару часов после того, как самолет приземлился, ко мне в подъезд пришли следователи. Несколько человек также на рождественские праздники улетели, но в основном все сейчас находятся в Москве. Ну, у нас вообще ребята смелые, то есть мы же такие бойцы, и показывать слабость это, ну, не по-пацански. И уезжать это, наверное, признак слабости. Почему пришли именно сейчас? Это связано с какой-то активностью «Открытой России» или с чем? Я пока не могу даже представить, какие претензии можно там лично мне, например, предъявить. И там, каким образом лично меня можно привязать к делу ЮКОСа, к Михаилу Ходорковскому и так далее.